предложение о совместном патрулировании внес министр МВД Грузии Хабуляни. Не кажется ли вам, Турес Георгиевич, что вот грузинская сторона просто пытается как-то войти в город, преодолеть пикеты, и для этого изобрела такую хитрость? До нас дошли такие сведения, что сюда подвезена специальная техника, чтобы расчистить дороги, чтобы, видимо, была возможность для маневрирования техники. В таком случае остинская сторона окажется опять на стороне незащищенной. В указе президента СС сказано, что подразделения внутренних войск Грузинской СС должны быть выведены. Этот указ не выполняется. Поэтому поручено было наводить порядок внутренним войскам, но почему-то указ президента в этой части не выполняется. Подразделения грузинской милиции не выводятся. Это было последнее интервью Туреза Георгиевича Кулумбекова перед арестом. 29 января он выехал на переговоры и был задержан. Это задержание было не задержанием и не арестом, это было похищение. Именно похищение в ситуации, когда уже происходила стабилизация обстановки, началась она, какой-то процесс уже шел стабилизации. Ну, правда, были еще пожары, но интенсивной стрельбы уже не было. Грузинская милиция практически вышла из города. Это главный раздражитель, который здесь дестабилизировал обстановку. И цели тех, кто его похитил, совершенно ясны. Они не хотят стабилизации обстановки, и когда вынуждены были вывести милицию, тем не менее сделали все для того, чтобы здесь не произошла нормализация. Вот с этой целью он и был похищен. Ну, к счастью, надо сказать, что больших беспорядков у нас все же в городе не было. Больших беспорядков. Ну, были какие-то эксцессы, к сожалению. Но главными виновниками вот этих эксцессов и всей дестабилизации, разумеется, остается нынешнее правительство Республики Грузия. 29 января 1991 года полковник Павлюченко пришел в горисполком и пригласил меня в штаб внутренних войск для переговоров, чтобы обсудить вопросы наших дальнейших совместных действий. Там были депутаты из Северной Осетии во главе с Козаевым Георгием. Мы там обсудили вопрос, а потом я встретился с представителями общественности. А потом вместе с Сережей я попросил его, чтобы нас в штаб довезли, поскольку Павлюченко вперед нас выехал. До этого я их просил, я говорю, пусть сотрудники внутренних войск встретятся с общественностью и расскажут, какова обстановка и что они намереваются делать. Вот он пришел, сказал, что после встречи будет встреча, выступлю перед общественностью, а потом мы поедем в штаб внутренних войск. Так вот мы туда приехали. Было там два генерала, я помню. Генерал Воронов, вторую фамилию тоже из Москвы, из внутренних. Генерал Балахонов второй. Да, генерал Балахонов. Также были и представители из Северной Осетии. Мы поговорили. После совещания, которое мы провели в горисполкоме, решили выехать. Позвонили полковнику Павлюченко. Павлюченко обещал нам подослать бронетранспортные части, и оттуда вы поедете. Ну, мы согласились. И оттуда выехали в воинскую часть. Когда Павлюченко прибыл в горисполком, то как поговорил с нами, потом он пригласил Туреза Кулумбекова туда, как говорится, в комнату отдыха. Туда зашли Алан Чочев, Валентин Чочев. И они о чем-то долго, Инал Схаврепов, о чем-то долго говорили. И я к ним зашел и спрашиваю, о чем у вас разговор, надо же ехать нам. И Павлюченко ответил, что вот генералы хотят пригласить Туреза Кулумбекова и Инала Схаврепова на беседу. Вот. По какому вопросу? Говорит, да вот по каким-то бумагам, они там внизу у Инала Схаврепова, и надо им туда ехать. Ну, одновременно мы с ними выехали. И депутатам сказал группе, мол, давайте мы зайдем, послушаем, о чем у них там будет разговор. Когда мы повстречались с генералами Вороновым и Балахоновым, я по разговору понял, что они как будто с Кулумбековым не хотели говорить, потому что беседа велась между генералами и мною.
Кулумбеков почти в разговор не вступал. Ну вот отсюда все началось. Мы в этот кабинет. Да. Здесь два генерала были. Вот как раз здесь рядом сидел полковник Павлюченко, Точиев, Северной Осетии, депутат Кузаев Георгий и я. Закончилось совещание. Они меня культурно отсюда выпроводили. Генералы. Генералы и Павлюченко сами остались здесь. Впереди меня вышли Кузаев, Загоев и Точиев. Вслед за ними вышел я. Они подошли, там я уже их не видел, один Кузаев остался, они уже до моего выхода выехали. А я встретил у входа директора турбазы. Он, оказывается, искал меня там в штабе. Сюда Квантальяни привозил задержанных вооруженных боевиков. Те, которые были астинами, их отправляли в тюрьму в Тбилиси. А грузин, значит, выводили на территорию, в ТЭК их называют, и оттуда отправляли с оружием. И вот как раз я спиной стоял, он говорит, вот только что подъехал Квантальяни на желтой машине. А я его сам заметил, но я не хотел об этом говорить директором турбазы. И пока с ним переговаривался, он потом мне... Там подъехала машина Квантальяни. Борис Георгиевич, я хочу с вами поговорить. Я говорю, сейчас, минуточку, я спустился к нему. Он подошел навстречу. Вот в этом месте мы с ним остановились. Он стал говорить, машина его стояла здесь, а наши машины вот тут рядом. И он мне говорит, взял меня под руку и говорит, министр внутренних дел Михайлович Хабуляни хочет встретиться с вами. Ну, я говорю, а где он? Вот садитесь в машину, я вас довезу. Ну, я думал, они вслед за нами последуют. Я подошел, сел. Он говорит, можно я с вами тоже сяду? Я говорю, ну, раз вы меня везете, так я же не знаю, куда вы меня везете. Он рядом Даже сел. так сказал? Да. И потом, значит, мы выехали, а эти в недоумении. В чем дело? Я ему говорю. А ворота были открыты, да, Тарас Ворота Георгиевич? были открыты. Когда мы выезжали, ворота были Ну открыты. так не бывает. Конечно, закрыты везде, при выезде. Они все время проверяют, кто въезжает, кто выезжает. А тут да, ворота были открыты, и мы выехали. Сергей. А Сергей, я махнул рукой, я говорю, следуйте вслед за нами. Когда я въезжал, они уже закрыли двери, но я отсюда уже, у меня сирена была на машине. Я дал сирену прямо уже вот с этого места. И они уже открывали дверь. Ну, я выскочил сразу. И вот при въезде я там встречаю Инала Цхогребова, которого я оставил там. Это в то время Горисполком. председатель горисполкома? Да. И когда я его здесь видел, я вообще удивился. Я говорю, этот человек что здесь? Перед тем, как уехать из горисполкома, куда-то исчез Инал Цхогребов. И нам сказали, что где-то похороны, и как будто он поехал туда. Во время, когда Павлюченко сказал, что приглашает их, он был там. А потом через 10 минут он куда-то исчез, он с нами не приезжал. Когда мы вышли от генералов, мы должны были уехать, и Павлюченко старался быстрее нас выпроводить. Ну, садитесь, садитесь. Но тут вспомнили, что Загоев, Гацер, забыл портфель где-то у родственников. Говорит, может, вернемся обратно, и я заберу портфель. И тогда они сели в машину и поехали обратно к горисполкому. Я сказал, говорю, нет, я тогда подожду Туреза Кулумбекова, он сюда задержался там. Я его подожду, и мы вместе с ним доедем туда. Все уехали, остался я один. Ну, Павлюченко меня просил, говорит, поезжайте, говорит, вы тоже почему задерживаетесь? Я говорю, нет, я подожду, говорит, я их догоню сейчас. Явно это чувствовалось, что он хотел, чтобы я уехал. Ну, а потом, дальше события, я смотрю, что Кулумбеков с кем-то разговаривает, а мы стоим, я подошел к его машине с шофером Сергеем Вальевым и ждем его. Потом Кулумбеков уже как бы направился в нашу сторону, и тут к нему подошел внезапно Квантальяни, оказывается, он стоял рядом. Я потом заметил, что на заднем сиденье сидели вооруженные грузинские боевики. И быстро забрал Кулумбекова, но не насильно, они поздоровались.
Он его пригласил в машину, они сели в машину. В последний момент мы почувствовали, что это все-таки похищение. Машина сразу же набрала скорость, ворота были открыты почему-то, до этого они всегда были закрытыми. И пока шли пропуск, или не позвонят кому-то, никогда нас не пропускали. Вот. Но здесь ворота как будто специально были открытыми. Но тут же мы тоже бросились в машину и поехали за ним. Сомнений не имею на тот счет, что они воспользовались приездом депутатов из Северной Осетии. Депутатская группа была здесь 4 человека. И также и тем, что Торрес поехал с этими депутатами в воинскую часть, расположенную на турбазе, и там, в общем, должны были уточняться какие-то вопросы, как раз вот связанные с наметившейся стабилизацией. Ну, тут расчет грузинской стороны очень простой. Вызвать в осетинах недоверие к русским, к армии, сразу, так сказать, скажем, к русским как к национальности, к армии как, ну, так скажем, к организации, которые они очень не любят. И, кроме того, дестабилизировать саму ситуацию, воспользоваться тем, что это депутаты Северной Осетии тоже были с ними, и тем самым поставить под сомнение их роль вот во всей этой ситуации, связанной с похищением. И в некоторой степени они, в общем, ну, сумели дестабилизацию эту, каким-то образом достигли этой цели, одним словом. Была напряженная ситуация целый день. Вчера снова горели дома. Было недоверие выражено и депутатам от Северной Осетии, хотя они тут к похищению никакого отношения не имеют и, как говорится, ни сном, ни духом. И трудно сказать, как насчет того, чтобы русские, я имею в виду войска, какую роль играли во всем этом похищении. Я не знаю, сомнительно, чтобы они были заинтересованы в его изоляции. Хотя отрицательно этого не могу полностью. И весьма вероятно, что кто-то из них тоже был причастен из офицеров к этому похищению. Когда уже мы выехали на Горийскую дорогу, я начал что-то, думаю, что какая-то игра идет. Но пока все-таки верил, думаю, ну неужели все-таки генерал, официальное лицо, комендант города. Я все-таки был уверен в том, что встретимся с министром и договоримся, что нам делать дальше, как быть. Приехали мы в село Твояви, там больница, сельская больница. Вошли мы в кабинет главврача. Там он меня оставил около часа, полтора. Я находился один. Потом он пришел и сказал, что Хабуляне ждет нас в Горе. И туда надо проскочить. Сели мы в машину, приехали в Горе. Он завел меня в прокуратуру города Горе. Завел в кабинет прокурора, там представились. Познакомились мы с ним. Там я просидел около 2-3 часов. Кванталяне куда-то исчез. Он зашел и сказал, что все правительство Республики Грузия ждет вас в Тбилиси, должны с вами поговорить. Я сказал, что уже поздний час. Я не намерен в такое время ехать. Там дома будут беспокоиться, да и люди не знают, куда делся Кулумбеков. Я говорю, может быть, позвоним все-таки в Схинвале. Я говорю, свяжитесь с Схинвале, чтобы я их предупредил, они не беспокоятся. Он сказал, нет. До Тбилиси, говорит, час отсюда езды, обратно час, ну где-то, говорит, полчаса, час будут переговоры, так что вы быстро вернетесь. Отправил, он сам остался в Горе, отправил меня в Тбилиси, привезли меня в прокуратуру республики. Там тоже я долгое время сидел, а потом удивились, вроде удивленное лицо было у старшего следователя Шенгеля, кому меня завели в кабинет. Вот. Я спрашиваю, это здесь республиканское правительство находится, почему меня привели в прокуратуру? Ну, говорит, мы сейчас разберемся и все выясним.
Когда 2-3 часа мы просидели там, то мне сказал, свяжите меня, пожалуйста, с министром, я хочу переговорить, сколько можно так ждать, или встреча будет, не будет, чтобы я узнал, в чем дело. Потом меня позвали в следующую комнату, говорит, на проводе министр. Я поздоровался с ним, сказал, о чем вы со мной хотели поговорить. Он говорит, как вы оказались в прокуратуре? Я говорю, об этом надо спросить вашего заместителя. Он сказал мне, что везет на переговоры с вами. Он мне сказал, не надо было верить второму милиционеру. Наверху, где Постгай, вот там я их уже догнал. Но как я их догнал, я уже очутился сам в руках этих туристских информаторов. И они меня остановили. Ну, я остановился, конечно, обокуда деньги, спереди автоматчики, везде кругом стали автоматчики. И я остановился, чтобы они ничего такого не сделали. Сразу к нам подбежали вот ребята там, местные, по-моему, грузины, которые нас знали на вид. И куда, говорит, ты идешь? Я говорю, я иду вот за Контоляны. Я показал, ну вот они спереди меня идут, я за ними иду. Вдруг подошли ко мне вот эти милиционеры, если их можно назвать милиционерами, я не знаю. Вот форма у него полковника и, наверное, год на 2 младше меня. И уже полковник. Да, и уже полковник. Ну, я уже понял, в чем дело. Они нам с этим, с Козаем видикают с машины. Мы пока не выходили с машины. Да, что такое за... Зачем мы должны выйти с машины? Но потом они начали ломать машину, там начали этот парпресс, начали ломать, сломали вообще его. Начали ногами, руками ударять машину. Я ему говорю, ну, давай видим, что если убьют нас, пускай убивают. И тогда мы вышли. Сразу они нас схватили, свинули нам руки и завели в пост ГАИ. Ну, меня там сразу обыскали, у меня, конечно, в кармане, кроме моих ключей от машины, ничего не было. Тоже хотели отнять, когда выводили, но я их схватил с собой и забрал с собой, не давал. Обыскали, у меня кроме ключей ничего не было. Потом вдруг они меня сразу, мои руки мне свернули вот так назад и пошли, говорит. Я говорю, куда? Я живу здесь, в инвалиде, куда вы меня везете? Пошли, говорит, куда, говорит, тебя уже не касается. И потом я говорю, я иду только тогда с депутатом Кузаевым. Я хочу, чтобы он тоже был со мной. И он, говорит, тоже едет с нами, его, говорит, тоже забираем. И вот тогда пошли. Я вот так его за руку держу, так спустились вниз. А там стояла Волга, вот скорая помощь была. Меня затолкали в эту Волгу, я даже не узнал, как они меня затолкали там. И Кузаева оставили там, они его, по-моему, никуда не взяли. Меня увезли сразу в горы. Привезли в горы, завели в дежурную часть там. И сразу они там начали кричать друг другу, давай наручники, наручники, наручники. Я уже понял, что здесь что-то они хотят сделать. Сразу мне свинули руку, опять там надели наручники. И как надели наручники, там сидел дежурный один капитан. Я ему говорю, товарищ капитан, вот пока мне ничего не сделали, я говорю, я вас прошу, что вы проверили мои карманы заново, что у меня ничего нету в карманах. Он на меня накричал, мигает, будем тебя проверять, когда надо будет. Через полминуты вот так сразу с двери забежали несколько парней в гражданской форме. Вот открыли двери, забежали, как будто они меня знали или были на меня злые, или как вот, я даже не понял. И набросились на меня, повалили меня на пол. И там руками, ногами начали меня бить. И вот в это время и мне подбросили вот этот наган самодельного с мелкокалиберной винтовки, что там патроны вот так. Ну, и я остался лежать, не мог встать. Они мне сами помогли, чтобы я встал. И когда я уже встал, я вот тогда почувствовал, что у меня в кармане уже что-то есть тяжелое. Нас задержали, где вот пост ГАИ, там было боевиков, мы увидели, когда мы заскочили туда, где-то человек 150 вооруженных. Сначала как-то не особенно обратили на нас внимание, потом подскочили, наставили автоматы. Вот. Мы сказали, что мы вот заехали случайно, я понял, что уже все, мы залетели. Вот. Хотели развернуться обратно, уехать, бесполезно было уже гнаться за Кулумбековым. Но в это время кто-то из грузин узнал, наверное, Сергея Вальева. И подскочил к нему, начал его вытаскивать и избивать.
Ну, тогда нас задержали, обыскали Сергея Валева, ничего не нашли, меня не стали обыскивать, я показал депутатское удостоверение, завели поста ГАИ. И снова там по-грузински о чем-то говорили, я не знаю, о чем там был разговор. Потом вывели его в одну машину скорой помощи, увезли, а меня на «Жигулях» в сторону Гори. По дороге у нас был разговор, я им сказал, что у нас большая группа депутатов, они там ждут в расположении воинской части, сейчас будет скандал на весь Союз. Под конец я что-то их убедил, и не доезжая до Гори, они развернулись, вернулись обратно, зашли обратно в это помещение поста ГАИ, о чем-то позавещались, и меня оттуда отпустили, не стали довозить, они боялись туда ехать близко. Когда я приехал, я поднял там скандал. Оценки как подлость Квантеляне я ее не могу назвать. Вот. Во-вторых, наверное, это было на это рассчитано, чтобы дискредитировать внутренние войска, что, кстати говоря, и удалось им это сделать. Когда население было взбешено и, наверное, не без основания, что значит на территории городка, где размещается часть внутренних войск МВД, вот вроде бы украли Колумбекова. Сразу дал команду искать этого Колумбекова, потому что неизвестно, куда уехал. Вот. Затем утром я вышел к народу и сказал, я все предприму для того, чтобы сюда приехал прокуратура, работник СССР, чтобы сюда приехал депутат, чтобы включилась активно прокуратура грузинская. Я уверен, что это было организовано. Его специально заманили туда. Специально и организовано было не только грузинской стороны, но и руководство войсковой части. Я к генералам зашел и сказал им, что вы участники этой провокации. И вы мне ответьте, почему вы приглашали сюда Кулумбекова. Я им рассказал, что получилось, что вот так и так. Они тут же позвонили куда-то, по-моему, Хабуляне, был рядом министр внутренних дел, и сказали ему, что так-то и так-то, вот депутат был задержан вашим и так далее. И тогда у них в связи с этим какая-то программа или планы менялись, и Хабуляне быстро выехал в сторону Гори. Я продолжил разговор с генералами. Говорю, вы мне ответьте, вы для чего приглашали сюда Кулумбекова? Вы никакой разговор с ним не вели. Они долго молчали, ну а потом говорят, мы его не приглашали. Говорю, пригласите полковника Павличенко. Они пригласили, я при них спросил его, вы же там при свидетелях, при всех сказали, что вас с Синалом, с Хавребовым, Турезов Кулумбеков, он сказал, приглашают генералы Воронов и Балахонов, хотят с вами обсудить какой-то вопрос. Почему вы их пригласили? Да, был какой-то вопрос, но так и вот прикручивался. Я прямо им сказал, что вы участники похищения Туреза Кулумбекова. Когда я говорил об Ульяне по телефону, он меня спросил, а председатель Цхоребов, председатель горисполкома, вам ничто не передавал, мою просьбу? Я говорю, о чем? О том, что вы должны были привезти с собой решение горисполкома. Я говорю, я должен был привезти. Вы же говорите, что не надо было верить старому милиционеру, а тут сейчас говорите о решении. Ну, после того, как меня завели в следственный изолятор, в дежурную комнату, со мной вместе туда зашел следователь прокуратуры, как потом я уже узнал, Каджришвили фамилия. Посидели там минут 5, а потом меня провели в соседнее помещение. И там заставили снять всю одежду. Вот трясли там и так далее. Потом все вещи взяли, отпечатки пальцев. Поскольку вменить ему в вину сейчас ничего нельзя практически, я думаю, что у него по старой такой хоженой дорожке пойдут. Подбросят оружие, скорее всего. Условия чрезвычайного положения соответствуют тому, чтобы ему именно вменено было вот такое обвинение. И
Я не думаю, конечно, чтобы, скажем, когда до суда дойдет дело, и чтобы ему там, скажем, какой-то срок за это дали, потому что невозможно будет доказать, что это оружие действительно было у него, а не подброшено. Но сейчас вот они, по-видимому, будут тянуть со следствием и стараться воспрепятствовать его приезду сюда как можно дольше. Вот. Я думаю, что цель такая. Когда меня обратно провели в дежурную комнату, внесли туда вещи, изъятые из моих карманов, и положили на стол следователь гильз. Но я сказал, у меня не было никаких гильз. Зачем мне пустые гильзы? Ничего страшного нет, если даже там гильзы у вас. Это же не патроны, они к боеприпасам не относятся, и вы не беспокойтесь. Вот я не стал возражать, действительно, думаю, гильзы, так гильзы пусть будут. И подписал протокол. Через день меня отвезли куда-то из следственного изолятора. До утра меня продержали в каком-то отделении в одиночной камере. Там я просидел до утра, утром обратно посадили в машину, привезли в следственный изолятор. Я потом уже понял, что все это было, готовилось к тому, что вот с этим злополучным патроном. Через не то трое суток уже опять ночью меня будет и говорит, подпиши протокол. Я говорю, какой протокол? Вот протокол личного обыска. Я говорю, ну вы же уже составили один раз протокол. Нет, вот мы записали гильзы, что одна гильза была от пистолета, а другая гильза была от карабина. Еще карабинной гильзы не было, были стрелянные от пистолета. И вот подпиши, я говорю, ну дайте мне прочитать, очки-то у вас остались там в дежурной комнате, принесите, я прочитаю. Ну что ты все время очки принеси, ты не доверяешь нам? Ну гильза, какая разница там, от какого пистолета, от какого, это мы должны записать точно как. Я был в таком состоянии, был в шоковом состоянии, понимаете. Может быть, если бы другую какую-то бумагу дали подписать, видимо, я и подписал. Почему? Потому что столько издевательств было за короткое время. Заместитель начальника тюрьмы был рыжий. Он специально в коридор выводил других, вот чтобы я все это слышал, стоны их, избивал там заключенных дубинкой, ругал их матом там кричали, орали и так далее. Но я уже понял так, что это не столько над ними издевались, сколько меня готовили к тому, чтобы, значит, те показания, которые им выгодно было, чтобы я потом все это, опасаясь вот таких же последствий, они меня просто психологически готовили к этому. Вот. А потом уже использовали заключенных. Почему? Потому что, насколько мне известно, первый раз, кто попадает, даже если законно арестован, все равно они не имеют права с людьми поселять в одну камеру, которые имели ранее судимость. Несколько раз они говорили, что вот сюда хотят ворваться уголовники, убить вас, потому что вы враг вот нашего народа и так далее. И вот мы все делаем для того, чтобы, значит, не впустить их. Но все, что мы тебе говорим, ты должен исполнять, иначе, значит, тебя сами арестованные растерзают здесь. Меня перевели в следственный изолятор КГБ. Там уже начали давать газеты «Свободная Грузия» и Грузинская республика. Вот. На грузинском и русском языке официально. Но там информация была искаженная. Но так или иначе, я уже понимал. В любом случае я радовался даже этим газетам, хотя бы какую-то информацию. А потом я его сам обрабатывал, эту информацию. Делал выводы, что правда, как они умеют все это излагать в искаженном виде и так далее. Но самое главное, вот те события, которые здесь описывались в искаженном виде, преподносились там читателю, но я уже понимал, что происходит. Конечно, полной информации у меня не было, но кое-какую информацию я стал уже получать через эти газеты. И общественное мнение, которое, значит, отражалось на страницах центральных газет, там, зарубежных газет и так далее, там тоже давали
как говорится, со своими комментариями, но я узнал, что общественность поднимает голос. Это меня вдохновляло. Таким образом, я узнал, что международная организация там признала меня узником совести номер 1. Они, правда, другой интерпретации это преподнесли, мол, пусть будет это на совести тех, которые из уголовника делают узника совести. Дело Терезы Кулумбекова передал мне лично президент или бывший президент Грузии Зviad Gamsakhurdия в Москве, в здании грузинского постпредства, на своей пресс-конференции. На этой пресс-конференции я задал ему вопрос о судьбе Кулумбекова, и он сказал сам, что готов передать мне обвинительное заключение. Когда я это заключение, получив его из его рук, прочитал, я действительно, может быть, в первый раз серьезно задумался о природе этого режима и вообще о личности Гамсахурдия. Потому что даже мне, не специалисту, не юристу, стало очевидно, что обвинения, которые содержатся в этом деле, не выдерживают даже дилетантской критики. Я очень хорошо помню, как меня поразил начальный пассаж этого обвинения, который начинался с длинной исторической справки о судьбе осетин в Грузии. Ну, любой юрист, как это сделал Александр Максимович Яковлев в нашей газете, скажет, что ссылки на историю для обвинительного заключения, для суда, для права просто несостоятельны. Президент Грузии, в то время президент, считал это одним из самых сильных пунктов своей позиции по Юго-Осетии. То, что осетины на этой земле пришлые, как он говорит. Тарас Георгиевич Кулумбеков был политическим заключенным. Мы так считали и были в этом убеждены. И позиция такой уважаемой организации, как Международная амнистия, была не главным, но, в общем, важным фактором. Во-первых, он был политзаключенным, и мы защищали его как любого политзаключенного, как любого узника совести. Кроме того, мы считаем, что из политических деятелей Юго-Осетии Тарас Кулумбеков наиболее авторитетный. Он для нас, в общем, тот авторитет в политическом контексте Юго-Осетии, на который мы ориентируемся. И мы считали, что арест его противозаконен, бесправен. У меня, например, как у русского, огромное чувство вины за то, что русские офицеры были сопричастны к этому коварному и бесчестному похищению Кулумбекова. Но, правда, полковника, который сыграл главную роль в этом, была фамилия Павлюченко, если я правильно помню. Но нелепо было бы думать, что он один, значит, все это состроил. Там, конечно, были и другие чины МВД, которые во все это были вовлечены. И вообще советская армия, как бы мы того хотели или не хотели, она в местах национальных конфликтов воспринималась как русская армия воспринималась. И будь то Карабах, или Юго-Осетия, или Ош, или Фергана, это все равно в сознании местных жителей русской армии. Поэтому, конечно, я эту долю вины и долю ответственности, конечно, ощущал, что как же так? Мы способствовали, вот, мундир русского офицера был запятнан явно каким-то нехорошим грязным делом. Это тоже надо расследовать аккуратно, но тем не менее вот совокупность предварительных показаний показывает, что это было некрасивое дело. Юрию Марковичу Шмидту большое спасибо, и Леониду Айтиковичу, это два защитника из Ленинграда, Санкт-Петербурга. Отношение у них было самое доброе. Люди, они образованные, высокообразованные люди. И когда они действительно убедились в том, что я не совершал
никаких преступлений, им, естественно, было легче организовать защиту, хотя они знали, с кем имеют дело. Суда над Терезом Кулумбековым ознаменовалось тем, что он заявил отвод всем судам Грузии, с моей точки зрения, достаточно аргументированно мотивировав его тем, что он не видит возможным добиться справедливости в таких условиях. Причем реально идет война. Каждый день множится страдания людей и с той, и с другой стороны. В Грузии вокруг положения в Южной Осетии и вокруг имени Кулумбекова нагнетается самая настоящая истерия. И вот в этих условиях суд Грузии должен рассматривать это дело. И причем ситуация действительно была в значительной мере тупиковая, потому что я, как юрист, поддержать этот отвод Кулумбекова не мог, потому что Уголовно-процессуальный кодекс республики таких оснований, как вот мое недоверие к вам, поскольку вы, грузины, судите меня, осетина, в условиях войны, таких оснований не предусматривает для отвода. Я имел единственную возможность обратиться опять-таки к Верховному суду Грузии, сделать жест доброй воли и, несмотря на то, что, так сказать, никто не посягает на суверенитет Грузии, добровольно признать юрисдикцию Верховного суда СССР с тем, чтобы он либо принял рассмотрение дела по первой инстанции, либо объявил подсудность, передав его в какую-нибудь нейтральную республику. Значит, это ходатайство Кулумбекова было отклонено, моя просьба была проигнорирована, и дело это рассматривал суд Грузии. И это была, так сказать, та первая особенность и то условие, которое с самого начала, конечно, самым отрицательным образом повлияло на дальнейшее рассмотрение дела. И, чтобы не быть голословным, вот вам, пожалуйста, несколько примеров развития этой мысли. В суд было вызвано несколько десятков свидетелей. Но это были исключительно свидетели грузинской национальности, в основном беженцы из числа бывших жителей Цхинвала и его окрестностей. Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове лиц осетинской национальности. Кулумбеков просил вызвать 70 человек. Суд признал, что достаточно вызвать, скажем, 1/3 из них, но ни один из вызванных свидетелей в суд не явился. И явиться не мог, потому что они достаточно справедливо опасались просто за свою жизнь, если бы они явились в Тбилиси. Потому что у меня есть примеры, я делал соответствующие заявления во время процесса, когда несколько человек, причем они не были осетинами, там были 2 женщины, полуосетинки, полугрузинки, которые хотели просто зайти в зал суда и послушать процесс. Я их называл активистами, эту публику, значит, за 3 месяца слушания дела я уже, конечно, всех, кто сидел в зале, знал в лицо, уже имел возможность посмотреть, каким образом они вообще просеивали желающих посидеть в зале и послушать процесс. Так вот, этих женщин, они сначала потребовали у них паспорта, заподозрив, что они осетинки. Одна сказала, что принесет паспорт на следующий день и не пришла, вторая стала спорить и была избита, и в зал суда ее не пустили. И то же самое было с корреспондентом Радио Свобода, грузином по национальности, который неосторожно произнес в зале суда во время перерыва, что он был в Цхинвале вместе с группой журналистов. Значит, начался страшный шум, что ты, грузин, был в Цхинвале, его избили и не пустили больше в зал суда. Значит, вот атмосфера нашего процесса. Итак, значит, ни одного свидетеля осетинской национальности суд вызвать не сумел. Мы заявляли ходатайство о представлении целого ряда необходимых для дела документов, получить которые можно было в соответствующих учреждениях в Цхинвале же. Значит, вместо этих документов нам представили справку, что Министерство внутренних дел Грузии с учетом оперативной обстановки на территории так называемой Южной Осетии, они только так это формулировали, значит, на территории так называемой Южной Осетии, представить требуемые вами документы невозможно, так как министерство не имеет доступ к соответствующим архивам и соответствующим учреждениям.
Более того, в деле лежала справка о том, что следствие проводилось на территории Тбилиси и других районов Грузии, а не на территории Южной Осетии, поскольку оперативная же обстановка не позволяла вести следствие там. Значит, и когда мы все это суммировали, то получилось, что по сути своей не было ни следствия, ни суда. Был сбор доказательств обвинения и рассмотрение в суде доказательств, представленных обвинением же. Вот это было прямое следствие того перекоса с самого начала и того, что мы оказались действительно в ситуации тупиковой и безнадежной, потому что ни объективного следствия, ни объективного суда, ни полноценного осуществления права на защиту у Кулумбекова просто не было и быть не могло. Сложность работы, она заключалась сплошь и рядом именно в том, что публика крайне негативно реагировала на активные действия защиты, шумом, гамом, значит, возгласами неодобрения встречала наши вопросы. Зачастую председательствующему приходилось успокаивать, предупреждать о недопустимости нарушения порядка в зале. Это, конечно, работу очень усложняло, но основным объектом угроз все-таки были не адвокаты, а именно Кулумбеков. Вот ему приходилось прямо сидя на скамье подсудимых и во время процесса, и во время перерывов неоднократно слышать угрозы такого примерно содержания, что если, мол, дескать, даже суд каким-то образом с тобой не разберется, то подожди, недалеко то время, когда уж мы с тобой разберемся, и понятно, что за этими угрозами стояло. Это, конечно, делало участие в деле для него крайне сложным, нервозным, и я еще восхищаюсь тем, с каким мужеством, с каким самообладанием он провел весь этот процесс. Он держался, надо сказать, и во время следствия, и во время суда, как человек высокого мужества, высоких моральных качеств, человек, который не только не оказался сломленным многими месяцами заключения под стражу и достаточно тяжелыми условиями, в которых он находился. Ну, можете себе представить лидера Осетии в грузинской тюрьме в тот период, когда вот эта самая антиосетинская истерия, этот психоз нагнетались гамсахурдиевской прессой со дня на день. Чем дальше, тем сильнее. Я находился в 23-й камере, это предпоследняя камера на этом коридоре. Значит, где-то около полудня, значит, мы чувствуем угарный запах. И постепенно уже дым нарастал в камере. Началось общее волнение, там шум и так далее. Через некоторое время мы начали уже стучать в двери, откройте двери, потому что мы от угара задыхаемся. Последним вывели меня и сокамерника. Вывели во двор, там стояли вооруженные люди, одни в форме, в армейской форме, другие в гражданской форме. Там непонятно было, что за вооруженные люди. Посадили нас в милицейскую машину, воронком называют их. Вот. А потом там около 20 человек посадили в эту машину, где я находился. Меня заперли в одиночной камере. А потом всех остальных вывели, а я остался там запертым. Привезли меня в следственный изолятор. Они даже не знали, что я там нахожусь или нет. Почему? Потому что те, которые завели, у них тоже отобрали оружие работников милиции. И потом сами они вывели, эти вооруженные люди вывели всех. Но, по всей вероятности, они не знали, что в одиночной камере кто-то сидит. А потом, когда они уже... Я начал стучать, я говорю, в чем дело? Откройте двери. Заглянул милиционер и сказал, а ты каким образом здесь оказался? Ты разве не вышел? Я говорю, я не собираюсь выходить. Я бежать никуда не собираюсь. Я должен до конца
отстоять свою правоту. Если бы я сбежал, значит, мне бы сказали, что он в чем-то себя виновным считает, поэтому он сбежал. У меня была возможность там или выломать дверь и так далее. Но я не воспользовался этим. Привезли меня туда, и там даже сами удивлялись, мол, как это ты со всеми остальными, как они сказали, не смылся. Новый год я встретил там, 5 числа. Спасибо Акакию Микадзе. Где-то около 13 часов открываются двери камеры, и меня просят выйти. Я говорю, куда? Они сказали, вам сейчас сообщат. Это для меня самый подарок, когда выходят люди, несправедливо заключенные в тюрьму. Так было с президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, тогда он еще был политзаключенный, с его друзьями из комитета Карабах. И так с Торезом Георгиевичем Колумбековым. Я не была с ним знакома лично, но я знала, что это несправедливо, что справедливость нарушена, что человек, облеченный доверием народа, захвачен, по сути дела, обманным путем захвачен и арестован. И поэтому мы подняли свой голос в его защиту. И защищать права национальных меньшинств – это элемент демократии, это наша цель. 24 вечером, уже когда с 5 до 8 не бывает света, выключали свет. И вот в это время уже вся зона там уже приготовились и начали ломать эти двери, ворота железные. Как ворота сломали, ну эти гвардия стояла снаружи там и стреляли в воздух, они стреляли. Может, это и было подготовлено, и что мы ничего не знали просто. Ну, сломали двери, и мы хотели, чтобы мы все осветили, что там было, вместе выбежали. Ну, и получилось. Потеряли друг друга, и вот, или вот так друг друга нашли. По 3 человека вот приехали сюда вместе. И вот с 24 по 4 января мы были в дороге. Пока ходили, сразу в этот вечер мы забежали в лес. В эту же ночь мы, наверное, прошли где-то 25 километров пешком. Можно сказать, что это была, на самом деле, вот этот джунгли. Как вот в джунглях, вот такие леса, там даже не пройдешь нормально. Ночью темно, вообще ничего не было видно. И прошли уже. Ну, небо было чистое, и мы шли прямо на север. Я не представляю себе, как после всего пережитого в Схинвале юго-осетинский народ согласится жить в грузинском государстве. Платить по счетам убитых молодых людей, по счетам исковерканной психики многих пожилых и маленьких детей. И платить за это придется, на мой взгляд, признанием того, что есть такая республика, маленькая, но гордая, она это доказала, и сильная республика, сильная своим духом к независимости. Республика Юго-Осетия, которая, и референдум вчерашний это показал, которая не намерена ни дня оставаться в составе Грузии. Я всегда буду стоять за свой народ, стоял и буду стоять, когда увижу, что ущемляются его права, его достоинство, и всегда буду отстаивать честь и достоинство своего народа, что бы мне это ни стоило. Если еще раз пришлось бы мне вернуться в тюрьму или, как говорится, потерять свою жизнь, я согласен на все, но от своих принципиальной точки зрения я никогда не отойду.